кодекс – это один из самых важных законодательных актов для бизнеса, потому что он регулирует те самые отношения между бизнесом и государством и гражданами. И в этом ключе хотелось бы сказать, что налоговая служба является, наверное, одним из флагманов государственных органов в внедрении новых цифровых решений, что способствует упрощению ведения бизнеса. Но достигли ли мы той самой цели, мечты, которые бы хотелось бы видеть в Крымской Республике? Наверное, еще нет, и я думаю, налоговая служба с этим тоже согласится. Но я вижу, есть стремление. И как сегодня было сказано председателем налоговой службы, задачи, которые поставлены перед налоговой службой по трансформации, по доведению полноты всех цифровых услуг для бизнеса, оно в пути, в планах, и это очень обнадеживает и радует. Но единственное, хотелось бы сказать, что времени не так много. Глобальные тенденции, изменения региональные, вызовы, которые стоят перед всеми странами мира, оно заставляет нас работать еще больше и усиленней для того, чтобы сделать сегодня, грубо говоря сказать, сделать каждого предпринимателя в цифровом мире. Сегодня государство, я думаю, осознает важность внедрения как электронного правительства, так и трансформации всех госуслуг на цифровой формат. И поэтому, почему? Потому что это даст нам быстроту. Бизнес перестанет терять время на то, чтобы ходить, сдавать отчеты, оплачивать налоги, решать вопросы. Все это будет делаться онлайн. Просто нажатием кнопки на телефоне, на компьютере, как вам будет удобно. Но это то ближайшее будущее и даже не мечта. Это уже та реальность, в которую мы все идем. И в этом ключе хотелось бы сказать, что бизнес для налоговой службы – это самый прямой партнер в этом деле. А мы, как инвестиционный совет, готовы предоставить эту площадку, потому что я думаю, что вопросы всегда будут, какие-то острые, какие-то менее острые. И только путем диалога, путем прямого открытого диалога между бизнесом и государством на площадке инвестсовета, я думаю, все вопросы можно снять быстро.